Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о протестах, которые проходят в последнее время в Гагаузии, о том, кто за ними стоит, причем здесь интересы местных политиков и действительно ли, как говорят его организаторы, это чисто народный протест и за ним нет никакой политической силы. Последний митинг прошел в Камрате в минувшее воскресенье. Он был объявлен как протест против роста цен, но в итоге превратился в следующее. Воскресный митинг, заявленный как протест против роста цен, был самым многочисленным митингом из тех, что проводились в Гагаузии за последнее время. Соответственно, самым обсуждаемым, но в то же время и самым противоречивым. Главное противоречие митинга заключается в том, что тема, заявленная организаторами, выступления спикеров этого митинга и лозунги, которые звучали из толпы, не очень соответствуют друг другу. У нас есть объяснение, почему так произошло, но обо всем по порядку. Для начала важно отметить и зафиксировать, что Молдова – свободная страна, где свобода собраний гарантирована и существует не только на бумаге, но и реализуется на практике. Митинги в Гагаузии – прямое тому подтверждение. В Молдове граждане могут свободно выходить на протесты и высказываться по всем вопросам, которые их беспокоят. Это еще один огромный плюс в копилку свободной страны, которая является независимой Молдовой. Интересно, понимают ли это участники этого митинга, кричащие «Россия» и «Путин», что в их любимой России они и 5 минут не простояли бы на митинге, а самых крикливых ждала бы либо дубинка, либо автозак. Организаторы утверждают, что на митинге собралось 1000 человек. Не будем спорить, скажем лишь, что было несколько сотен. Мотивы людей, вышедших на митинг, понятны. Многих пугает надвигающийся отопительный сезон, учитывая тарифы на природный газ. Люди озлоблены и недовольны. Рациональные аргументы в таких ситуациях не работают, и их совершенно не беспокоит, существует угроза суверенитету нашей страны или нет. Между независимостью и дешевым газом многие наверняка выбрали бы дешевый газ. Ситуация усугубляется нескрываемой неприязнью и даже ненавистью к действующей власти. Эта неприязнь или даже ненависть сформировалась еще во времена, когда Майя Санду была министром образования, которую тогда критиковали все, кому не лень. Потом учителя и родители признали, что это была хорошая реформа, особенно в части ужесточения контроля на экзаменах по бакалавру. Неприязнь и даже ненависть к действующей власти усугубляется ростом цен на энергоресурсы и инфляцией. Поэтому здесь не работают рациональные аргументы, а только эмоции. По мнению людей, во всем виновата Санду и Гаврилица. Но как бы сильно в Гагаузии не любили или даже ненавидели Санду и Гаврилица, рост цен спровоцирован войной, развязанной Путиным. Кто бы что ни говорил и кто бы как ни относился к Путину. Но в Гагаузии, к сожалению, неустанно работает российская пропаганда, которая возвысила Путина чуть ли не до уровня божества. И у многих даже не укладывается в голове, что источником сегодняшних проблем является только Путин. Мнение и отношение к Путину и путинской России варьирует от «не надо раздражать и злить Россию» до «Майя Санду должна поехать в Москву и сделать все, что просит Путин, чтобы получить дешевый газ». Возникает устойчивое ощущение, что участников воскресного митинга и большинство жителей Гагаузии беспокоят не столько высокие цены, сколько тот факт, что Майя Санду еще ни разу не встретилась с Путиным. Игорь Додон был карикатурой на президента. Его выключали на 5 минут, когда нужно было Плохотнюку, и он был не против. Но ему в Гагаузии все прощали, только лишь потому, что он ездил в Москву чуть ли не каждый месяц, по поводу и без повода. И, как оказалось, все поездки были напрасны, так как он не добился для Молдовы долгосрочного контракта на поставку природного газа по низкой цене. А если бы Путин сказал, что цена на самом деле невысокая, то ему в Гагаузии, скорее всего, поверили бы. Я думаю, истинной причиной недовольства жителей Гагаузии является тот факт, что нет фотографии Майи Санду с Путиным. Высокие цены на газ, конечно, тоже, но они скорее второстепенные. И протестующие это даже не скрывают. Совершенно очевидно, что люди пришли на митинг не столько для того, чтобы показать свое недовольство высокими ценами на газ, сколько продемонстрировать свою поддержку Путину и, конечно же, как сильно они ненавидят Майю Санду. Послушайте, что выкрикивали люди из толпы. Организаторы митинга прекрасно это понимали и активно это использовали. Ее не кричать прочь Майя Санду, а надо
Тогда народ ее сам отведет туда, куда надо, и она рада не будет. Майя Санду, Ерасина, долой! Шоу правительства! Шоу Гаврилицу! Шоу Майя Санду! Майя Григорьевна, это вам привет, то, что вы хотели приехать, но что-то у вас бензин потерялся или скаты спустили. Приезжайте и приходите на площадь, мы готовы с вами дискутировать. Михаил Влах несколько раз после криков «Долой Майю Санду» передавал привет президенту. Меня озадачило и другое. За все время протеста ни один участник ни словом не обмолвился о местных властях, не потребовал от властей Гагаузии принять хоть какие-то меры, чтобы помочь жителям Гагаузии в отопительный сезон. Ведь высокие цены не означают конец света. Иногда бывает ситуация, когда нет возможности снизить цену. Для таких ситуаций существует государство, которое должно помочь людям справиться с оплатой счетов, например, компенсировать или взять на себя часть расходов. Это не единственный, но один из инструментов, которые может применить правительство, что оно и делает в меру своих возможностей. Аналогичные меры может предпринять и исполком Гагаузии. Мы неоднократно наблюдали за тем, как исполком дублировал в Гагаузии социальные программы правительства страны. Среди таких программ и программа социальной поддержки пенсионеров в холодный период года. Пенсионеры получали по 500 лей в зимний период, а Ирина Влах заботилась отправить всем письмо с информацией о том, что это от нее, будто из своего кармана платила. Среди таких программ и программа Илькиев, которая дублировала или дублирует национальную программу Прима Касса. Более того, исполком пытался быть впереди планеты всей в части расходов на социалку. За время башканства Ирины Влах в Гагаузии раздавались деньги налево и направо. И программа поддержки материнства, когда семьи получали питание для младенцев, и программа поддержки рождаемости, когда Ирина Влах каждой роженице вручала сертификат за рождение двойни или тройни. Опять повторюсь, будто из своего кармана выделяла эти деньги. Но исполком почему-то не поспешил помочь жителям Гагаузии справиться с повышением цены на газ прошлой зимой. Ирина Влах не предложила мер, которые в дополнение к мерам правительства покрывали бы часть расходов за газ и отопление, несмотря на то, что в этом действительно была необходимость. Если бы исполком принял эти меры, то жители Гагаузии меньше бы потратили на оплату счетов за газ прошлой зимой. У Гагаузии для этого есть все полномочия и средства. Но если бы власти Гагаузии пошли на это и пообещали бы людям помощь на будущий отопительный сезон, то градус недовольства в Гагаузии был бы ниже, и желающих выйти на протест было бы меньше. Но, очевидно, власти Гагаузии хотят, чтобы градус недовольства оставался высоким. Поэтому, я полагаю, властями Гагаузии движет не желание помочь людям, а нагнетать недовольство и направлять его против своих политических оппонентов. Более того, Ирина Влах в своих выступлениях и интервью поучает правительство, как надо управлять страной и заботиться о людях, но ничего не делает для того, чтобы продемонстрировать, умеет ли сама это делать и умеет ли сама управлять на примере Гагаузии. Ирина Влах даже не комментирует последние события в Гагаузии, те же митинги, делая вид, что ничего не происходит и что она к ним не имеет никакого отношения. Она встречается с послами, дарит цветы, посещает поля, берет интервью у фермеров, имитирует бурную деятельность, будто это имеет значение. И с другой стороны, организаторы митинга даже не обратили внимания на то, что у Гагаузии есть свои полномочия, и не призвали власти Гагаузии подключиться к решению проблемы высоких тарифов и инфляции. Более того, на митинге почему-то упустили из внимания тот факт, что за 2 дня до его проведения задержали члена команды Ирины Влах Марьяну Пареу по обвинению в фальсификации тендеров. На митинге об этом не обмолвился абсолютно никто. Получается, что гагаузов не интересует и не возмущает, что их могут обворовывать местные политики. С них они спрашивать почему-то не хотят, хотя спросить есть за что. Политики в Гагаузии нашли девочек для битья Майю Санду и Наталью Гаврилицы и отрываются на них как могут. В завершении митинга протестующие прошли мимо здания исполкома с криками «Долой Майю Санду» и ни слова про Ирину Влах. В связи с этим у меня вопрос. Господа депутаты Народного собрания и организаторы митинга, вам не стыдно, что Народное собрание не может добиться отчета о расходах бюджета Гагаузии? В бюджете Гагаузии дыра в 300 миллионов, долги по трансфертам. Это все результат неэффективного управления Гагаузией башканом Ириной Влах и ее командой. Но некоторые депутаты предпочитают орать «Долой Майю Санду» и не спрашивать с тех, кто отвечает за состояние дел в Гагаузии. И еще вопрос к депутатам Народного собрания.
Прежде всего к тем, кто выступал на митинге. Господа, вас не смущает тот факт, что у Гагаузии есть свои полномочия и компетенции, чтобы помочь людям, но ее власти ничего не делают для этого. В смысле, власти Гагаузии ничего не делают для этого. Зато вы требуете отставки президента и правительства под неустанное кричание «Россия и Путин». А еще выступавшие на митинге потребовали от центральных властей 5 миллиардов, чтобы скандалов не было. Давайте посмотрим, что по этому поводу говорил депутат Илья Узун. У нас с вами сегодня должен быть 5 миллиардов. В Гагаузии 5 В Гагаузии 5 миллиардов, когда есть деньги и скандала не будет. И будут рабочие места. И будет тратить туда, куда нужно. Но Молдова нас не слышит. Мы соглашаемся, что пусть возьмут энное количество денег на охрану государственной границы, энное количество денег на какие-то катаклизмы, пожары, наводнения. Но часть наших денег, 3,5 миллиарда дайте. Так что вам не нравится? Высокие цены или что Гагаузия не получает то ли 5, то ли 3,5 миллиарда от центрального бюджета? Мне сложно судить о познаниях Ильи Узуна в бюджетных вопросах, но судя по этим требованиям, они, мягко говоря, нуждаются в улучшении. Бюджет Гагаузии уже несколько лет как перевалил за 1 миллиард леев. Из этого миллиарда всего около 300 миллионов леев собственные доходы. Больше половины – это трансферты из центрального бюджета на финансирование бюджетных учреждений и государственных программ. Илья Узун не предлагает увеличить собственные доходы Гагаузии, а трансферты раза так в 5. Я не против увеличения финансирования Гагаузии, но мне непонятны такие требования со стороны депутатов из Гагаузии, без мотивации, аргументов, стратегии и плана освоения таких средств. Что вы будете делать с этими деньгами? Кто их будет осваивать? Мы уже имели опыт увеличения финансирования Гагаузии со стороны Европейского Союза. Отголоски освоения средств Европейского Союза доносятся до нас до сих пор и будут аукаться Гагаузии еще долго. Пока Илья Узун требует 5 миллиардов для Гагаузии, у Михаила Влах созрел план, как сэкономить деньги. Он считает, что надо остановить все стройки в стране. Давайте послушаем. Вот я вам сразу говорю, как можно найти деньги по всей стране. Остановите сразу всю стройку на 2 года. Там куча денег отрабатывают, отмывают, не только у нас в Гагаузии. Но вы предлагаете остановить стройку дорогу объездной Камрата, что ли? Я не понимаю. Нет, не стройку объездных дорог. А я вам говорю, строительство многих зданий и так далее. Там, Михаил, вы знаете, сколько там миллиардов леев? Вот остановите эти деньги и точечно дайте задание мэрам, задание депутатам, правительству, чтобы посмотрели хотя бы, не надо Мише Влаху и Мише Сиркели деньги. Нам эти деньги не нужны. Мы понимаем, что, как вы сейчас сказали, трудно по всему миру, и поэтому все пошло. Но вы должны помочь тем обездоленным людям, которые 100% они сегодня нуждаются в этой помощи. Мне интересно, как на эту гениальную идею отреагируют примары, строительные компании и десятки тысяч людей, работающих в строительной сфере. Подозреваю, что они не оценят полет фантазии Михаила Влаха. Возвращаясь к депутатам Народного собрания Гагаузии на этом митинге, а точнее к Илье Узуну. Он весь прошлый созыв обвинял исполком в растратах и называл Ирину Влах не иначе как Яланджийка, или обманщицей в переводе с гагаузского. Сейчас почему-то запал Ильи Узуна в отношении Влах иссяк, как и других депутатов в Народном собрании, которые позиционировали себя как оппозиция к Ирине Влах. Внезапно в последнее время все, кто критиковал Ирину Влах, в Народном собрании умерили свой пыл. Все эти депутаты, как Илья Узун, как и организатор митинга Михаил Влах, как и участвовавший в митинге экс-депутат Иван Бургуджи, сейчас являются сторонниками спикера Народного собрания Дмитрия Константинова. Кто или что заставил их замолчать и более не требовать от Ирины Влах отчетности и закрыть глаза на то, что в отношении члена ее команды предъявлено обвинение по фальсификации тендера, я не знаю. А может, Ирина Влах и Дмитрий Константинов договорились о чем-то, например, об организации и проведении автопробегов и митингов в Камрате. Я не утверждаю, я просто задаю вопрос. Примечательно то, что на этом митинге не было представителей блока коммунистов и социалистов и Виктора Петрова. От группы Петрова выступал только депутат Григорий Дюльгер из Бишалмы, просивший представить его как Гришу из Бишалмы. Это говорит нам о том, кто может стоять за этими протестами. Протесты организовали люди Константинова. Они же ни слова не обмолвились на протестах о том, что Ирина Влах
как глава исполнительной власти Гагаузии может и должна предпринять меры для того, чтобы помочь жителям Гагаузии справиться с кризисом и компенсировать счета за газ и отопление, как это делало правительство страны. Эти же люди не обратили внимания на то, что в исполкоме на прошлой неделе прошли задержания по обвинению в фальсификации тендеров, хотя еще полгода назад обвиняли Ирину Влах в необоснованных расходах и в том, что она не реагирует на кризис. Если в протестах не приняли участие местные социалисты, а организаторами выступили люди Константинова, которые не критиковали Ирину Влах, может, за этими протестами стоит Ирина Влах? И может ли быть так, что эти протесты – ответ на действия Центра антикоррупции в исполкоме и задержание Марианны Парел? Я не утверждаю, я просто анализирую и задаю вопрос. Еще примечательно то, что люди на митинге кричали «Путин и Россия», отказываясь признавать, что Путин убивает граждан соседней страны и его агрессия против Украины стала причиной повышения цен. Я спросил у организатора этого митинга Михаила Влах, не спланируют ли они протесты у посольства Российской Федерации. Давайте послушаем, что он ответил на этот вопрос. Да, вы правильно сказали, что правительство обещало хорошую жизнь. Даже под таким лозунгом пришло к власти. Да, хорошая жизнь для всех. Но год назад не было войны. То есть, вот, и все мы прекрасно понимаем, что цены растут из-за действий России в той же Украине. А вы не собираетесь бастовать перед посольством Российской Федерации, чтобы оно остановило войну, разблокировало порты и прекратило газовый шантаж? Вот смотрите, вот вам удобно так говорить, понимаете? А я вам напоминаю, уже летом, и мы с вами встретимся, мы знаем друг друга давно. Мы посмотрим, когда они пришли, Михаил, уже начиналась подниматься цена и на газ, и на все, даже еще до 24 февраля было далеко. Что касается бастовать и так далее. Но был газовый шантаж Путина, господин Влах. Михаил, послушайте, да. Конечно, это, я вообще не хотел трогать эти все вещи, но вы сами подняли этот вопрос. Я вам искренне я хочу понять, вы вам скажу. Отвергаете, что война повлияла, или не отрицаете? Я вам говорю, что сегодня наша страна является нейтральной, и наша страна сегодня является суверенной. И у нас сегодня, поверьте мне, можно идти и уметь договариваться. Наши руководители, к сожалению, не пошли, не договорились. С кем? С у меня тоже есть вопросы, послушайте, что мы находимся в СНГ, и у нас цена дороже, чем в Венгрии, и у нас сегодня дороже цена, чем в Сербии. У меня тоже есть претензии. Господин Влах, но вот претензии Такаев выходит из соглашения по СНГ. Нет. Такаев выходит из соглашения по СНГ. Что делать? Вот я вам говорю, это вопросы к нашему правительству, к руководству. Такаев же не наше правительство. Такаев ближайший союзник России. Был таможенный союз России, Беларусь, Казахстан, куда вы проводили референдум и предлагали вступить. Вот Такаев выходит из СНГ, из валютного союза СНГ. То есть Казахстан бежит из СНГ. Вы предлагаете Молдове туда идти или что? Я не понимаю. Молдова еще там, пока никто не бежит оттуда. Я просто говорю, что в СНГ есть страны, которые... Кстати, Казахстан имеет цены совсем другие. У Казахстана свой газ, понимаете, и своя нефть. Да. Смотрите сюда. Чтобы вам ответить конкретно на вопрос, я вам честно говорю, что я не собираюсь нигде бастовать. Я сегодня живу в своей стране, и у меня есть обязательства страной, и у моих руководителей, которых выбрали, у них тоже есть обязательства перед нами, перед жителями страны. Поэтому мы очень обоснованно у них спрашиваем и требуем, Михаил. Эта дискуссия стала предметом обсуждения и на митинге. Давайте посмотрим. Я слушал вчера Сиркеле Михаила и Влах Михаила, когда Сиркеле Михаил пытался что-то выговорить, чтобы Михаил Влах чем-то перепутался и сказал насчет Российской Федерации, что мы выйдем на протест когда-то, либо на посольство. Я хочу сказать вам, дорогие друзья, мы должны выйти на американское посольство и сказать: оставьте нашу Молдову в покое, и весь мир, не только Молдову. Ну, что сказать, США не оккупировала часть территории Молдовы. Это Россия оккупировала часть территории Молдовы. Россия держит на территории Приднестровья свои войска, а не США. США не собирается оккупировать Молдову, это собирается сделать Россия. Причем не скрывает этого. Молдова сейчас переживает не самые лучшие времена. Мы пережили пандемию, а сейчас у наших ворот идет война, развязанная Россией.
Это огромная угроза не только экономической безопасности нашей страны, но и для самого существования суверенной и независимой Молдовы. В этот сложный момент политики в Гагаузии не работают на единство и укрепление страны, а наоборот работают на дестабилизацию ситуации ради личных интересов и интересов своих кураторов из Кремля. Я сейчас ни для кого не открою секрет, сказав, что Майя Санду, партия ПАС и правительство Гаврилицы демонизированы в Гагаузии, несмотря на хорошие проекты, которые финансируются из бюджета, из центрального бюджета страны. Например, такие как новая объездная дорога Камрата. На ненависти к кишиневским политикам играют гагаузские политики, культивируя ее и скрывая правду о том, как тратятся деньги из бюджета Гагаузии и как региональные власти не справляются со своими обязанностями. Умалчивают и то, что происходит в мире. Почему гагаузы на митинге не требуют от Путина прекращения преступной войны в Украине и снижения цен на газ, раз уж, по их мнению, Путин так любит Гагаузию. Жители Гагаузии должны понимать, что гагаузские политики преследуют свои интересы и решают свои проблемы, используя народ как массовку на митингах. У нас, жители Гагаузии, есть право и возможность спрашивать с тех, кого мы выбирали, с Башкана, с примаров и с Народного собрания. Прежде всего мы должны спросить с местных властей, достаточно ли они приложили усилий для решения проблем региона. Если местных сил и полномочий не хватает, надо идти и договариваться с центральными властями. Договариваться, но не ставить ультиматумы. С момента прихода Майи Санду и партии ПАС к власти Гагаузия говорит с Кишиневым на языке ультиматума, при этом призывая Кишинев не ссориться с Россией. А может, вы для начала перестанете ссориться с Кишиневым? Всем нам важно сохранить единство, целостность, независимость и суверенитет нашей страны. Тогда гагаузы останутся гагаузами, молдаване молдаванами, Гагаузия Гагаузией, а Республика Молдова будет существовать на карте. Это даст нам возможность самостоятельно определять свое настоящее и будущее и помнить о своем прошлом. Это также даст нам возможность искать выход из экономического кризиса, в том числе и искать решения для обеспечения энергетической безопасности. Высокие цены на газ – это не конец света. Есть куча способов справиться с этим кризисом. Потреблять меньше газа, пользоваться другим видом топлива, требовать от правительства финансовую помощь и для домохозяйств и бизнеса. Единственное, чего не надо делать, так лишиться суверенитета и независимости в обмен на дешевый газ. И уж точно не надо раскачивать лодку и раскалывать общество. Так мы стреляем сами себе в ногу и облегчаем задачу агрессору. Друзья, это все, что мы хотели прокомментировать сегодня. Подписывайтесь на наш канал. Если вы этого еще не сделали, делитесь этим видео, ставьте лайки, чтобы его увидело как можно большее количество людей. С вами был я, Михаил Серкелей. Увидимся в следующем выпуске Nocta Life.